городской, она всю жизнь жила и живет на Сайсарах, и поэтому вот к старой части Якутска у ней особый интерес, особая любовь. Вот я хочу рассказать об этой работе, так? Она же у нас человек, который из якутских мастеров и художников первый вместе с Жанной Хунгеевой начали заниматься гобеленами. Если раньше в народном искусстве якутское плетение из конского волоса, он имеет глубокие традиции и свою особую технологию, то с работами Нади абсолютно это 90-е годы, середина 90-х годов, да, вошли совершенно новое видение и новая технология плетения из конского волоса. И оно чаще, конечно, связано с бурятскими традициями, потому что она училась-то у бурятских очень известных мастеров. И вот одна из самых таких чувственных, очень красивых работ, вот старая наша башня Дыгына, вот, сплетенная из конского волоса, то есть сделанная в технике гобелена. И здесь есть тоже очень интересный наличник XIX века с улицы Белинского. Притом, эта история такая, сама Надежда рассказывала. У нас же в 90-е годы, 2000-е годы очень быстро стали ломать старые там дома и как-то и оставлять даже вот такие красивые наличники на улице. И можно было забрать это, как-то сохранить это. И однажды мы, когда к ней пришли в мастерскую, она показывает очень тяжелый наличник, он действительно тяжелый, старое, сухое дерево, очень тяжелое, очень красивое и очень грязное. Она, оказывается, вот это увидела на улице, собрала, вычистила, и вот здесь на своей выставке она показывает вместе с городом Якутском, старой его части башни Дыгына, вот такой красивый наличник русской работы, скорее русская работа. Вот такое. А вам вообще, Галина Гавриловна, какая серия работ больше нравится, да? Как искусствоведа? Ага. А мне вообще ее гобелены, честно говоря, очень нравятся, потому что, во-первых, у ней свое очень какое-то хорошее, очень профессиональное видение, работа со света. Вроде бы гобелены – это конский волос, и трудно делать тональные переходы и так далее. У нее, вот смотрите, если даже вон там или в других местах, всегда есть вот эти глубокие переходы, всегда есть своя фантазия, какая-то очень такая… Ну, видно, что человек занимается от любви. Я, например, очень долго, лет 20, да, от нее жду, когда она для нашего музея сделает шахматы. А она их же начала очень давно, вот, где-то, даже не помню, в начале нашего столетия, да? Вот, и решила сделать большие фигуры шахматные, а они оказались сделать их сложно, и потом 32 фигуры, да еще в разных ракурсах, разные формы и так далее. Оказалось, это как-то… Ну и вот я, видимо, не дождусь. Но, с другой стороны, там есть тоже очень интересные олени, композиция оленей, да? И она тоже вот сделана не только вот с конского волоса, но там и мех и так далее. То есть это вот она умеет как-то увлекаться и увлечь других разными формами, разными фантазиями и так далее. И даже вот детские игрушки, вот там, если увидеть, да, на обычном ковре, если можно так назвать, разные фигуры, и детям это очень нравится. Вот так.
А я, конечно, давно слежу за работой Нади. И первый раз вот большое участие в музейной выставке у ней было это где-то 94 год. И тогда 5 художников, Марьяна Лукина, может, помнишь? Ага. Марьяна Лукина, Алексей Евстафьев, Александр Ходулов, Артур Васильев и Надежда Федулова у нас в музее, это Хабарова, сделали совершенно шикарную выставку, по-моему, назвали ее «Сетим». А может, неправильно говорю. И тогда она уже вот как-то высказалась очень достойно, очень вот хорошо, вот уже с именитыми тогда, с Артуром Васильевым, и Марьяной, то есть художниками, которые имели и академическую школу и так далее. То есть она всегда очень достойно выглядит на любой выставке, и она умеет удивлять, потому что мы сначала она в основных вот республиканских выставках и так далее всегда выступала только ведь с гобеленами в основном. А потом появились вот это ее живописные вещи, созданные по мотивам старого нашего Якутска, по сасарским, ностальгические работы. Вот. А потом уже появились и живопись, и графика очень интересная. И последние работы, вот, связанные с рыбами, вот такие декоративные, вроде бы ничего там нету, но все равно они очень какие-то свои, федуловские, интересные. Вообще, как художник, Надежда Федулова, она всегда вызывает и уважение, и интерес к своим работам, и всегда ее хочется и потрогать, и посмотреть, потому что вот даже очень простые вроде вещи, да, она всегда использует много материалов разных, и всегда в ней есть чувство соразмерности, чувство вот красоты и гармонии. Это очень важное качество для любого художника. Ну, огромное спасибо, Галина Да Гавриловна. не за что. Это был комментарий, это даже не разбор искусствоведения, а комментарий нашего известного искусствоведа художественного музея Галины Гавриловны Неустроевой. А мы наших дорогих якутян приглашаем на выставку, которая открывается 4 апреля, в пятницу, да? И будет до мая месяца. Выставка замечательного художника Надежды Федуловой. На Кирова 9. Да, на Кирова 9. Угу. В главном здании Национального художественного музея.